Русское лето от Волги до Енисея. Если тоскует сердце, воздух родной вдыхай. Станет теплее, обнимет, согреет наше родное лето, белые облака. 26 городов по всей стране и десятки творческих коллективов и исполнителей. Все это патриотический фестиваль «Русское лето за Россию», который проходит в этом году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив с 12 августа по 8 сентября. В Якутии фестиваль принимают два города – Якутск и столица Южной Якутии, город Нерюнгри, в котором предпоследний день календарного лета прошел под эгидой этого всероссийского фестиваля. Фестиваль «Русское лето» – это такой, на самом деле, хедлайнер, который создает, вот я сегодня уже сказал в своей приветственной речи, особое настроение, особое стучание всех сердец жителей нашей великой страны. Все сердца как одно бьются в унисон благодаря вот такого рода мероприятиям, вот такого рода фестивалям. Это позволяет нам еще сильнее сплачиваться, еще сильнее становиться единее, да, как единение такое мы ощущаем. И поэтому я уверен, что с помощью таких фестивалей, и даже сам лозунг этого фестиваля «За Россию», этим все сказано. С помощью таких вот фестивалей мы однозначно станем еще круче, и нас никогда никто не победит. Это железобетонное такое уже правило, да, есть. Поэтому спасибо русскому лету, спасибо за то, что они делают. И я уверен, что после этого, я еще раз говорю, у нас все будет хорошо, это однозначно. Подобный фестиваль, вот «Русское лето», это 100% патриотическая история. Я еще раз говорю, которая должна проходить сейчас красной линией по всей территории России, и чтобы каждый житель нашей страны понимал, что происходит у нас, и ощущал величие своей родины, своей державы. Безусловно, фестиваль «Русское лето за Россию» в первую очередь направлен на поднятие патриотических чувств у граждан и сохранение национальной культуры. Такие масштабные патриотические мероприятия, как фестиваль «Русское лето», имеют большое значение для сплочения россиян и воспитания в первую очередь молодежи в духе патриотизма. Как раз для подрастающего поколения это и важно, потому что и так в последнее время наблюдается ощутимое снижение у молодежи к истории родной, к истории Великой Отечественной войны. А на фоне проходящих событий так и особенно. Поэтому любое, даже любого формата мероприятия, оно все равно служит общему делу. Как в детской песенке пелось: с голубого ручейка начинается река. Дорога в 1000 километров начинается когда-то с первого шага. Поэтому надо проводить такие мероприятия. Музыкальную программу фестиваля «Русское лето за Россию» открыла популярная нерюнгринская кавер-группа «Фанки Манки». 5 харизматичных молодых ребят не заставили скучать зрителя. Любовь к музыке, оригинальное исполнение песен, мощная энергетика, позитив и сплоченность участников группы создали яркую и необычную атмосферу с самого начала концерта. Это, конечно, колоссальный опыт. Это настолько заряжающее мероприятие, как на будущий репертуар, так и, в принципе, на выступления и на такие масштабные проекты. Это впервые в нашей жизни мы принимаем участие в таком большом всероссийском проекте. И спасибо большое, что такие проекты проводятся в нашем городе. Мы рады быть частью этого проекта. На самом деле у всех был трепет, волнение, да, легкий мандраж перед выступлением. Но я думаю, что мы справились и показали хороший результат. Что касается патриотического репертуара, конечно, мы об этом задумывались не первый раз. И в нашем плейлисте есть, конечно же, и зарубежный репертуар, но все равно большую часть мы отдаем русскому репертуару, патриотическим песням, различной музыке разных жанров именно на русском языке.
Одна из главных целей фестиваля «Русское лето за Россию» – это формирование активной гражданской и патриотической позиции жителей городов-участников фестиваля, создавая позитивное общественное настроение, объединяя людей разных поколений и донося им духовно-нравственные и традиционные семейные ценности. Фестиваль, конечно, шикарный. Сегодня концерт до слез, и вот главные хедлайнеры, по крайней мере для меня сегодняшнего вечера, это все-таки группа Фанки Манки, наша неревгринская, потому что сегодня они действительно подняли зал. Люди встали, люди сегодня просто с таким вот хорошим воодушевлением, ну просто получали удовольствие. Тему, которая сегодня идет в рамках этого фестиваля, в рамках сегодняшних выступлений, она очень близка сердцу каждому человеку, кто сегодня думает и о патриотизме, и о воспитании молодого поколения, и о том, что были люди, которые защищали нашу родину и до событий сегодняшнего дня, да, это Великая Отечественная война, практически везде, где наши бойцы защищали наши рубежи, она вот сегодня прослеживается в каждой песне. Во-первых, скажем, что вот до сегодняшней ситуации, конечно, очень много у нас в России было принято с Запада. И сегодня очень сложно ломать эти стереотипы зарубежного кино, зарубежной музыки. Ребята, которые сейчас выступают на сцене, вот в частности группа «Послезавтра», они эти стереотипы настраивают, перенастраивают у людей, сидящих в зале, по-другому. Через патриотизм, через внутренние отношения. И это очень здорово. То есть это вдохновляет. И я думаю, что в принципе наша молодежь, может быть, не сразу, в течение какого-то времени, особенно ребята, которые, скажем, сейчас больше липнут, залипают, скажем, в компьютерах или, например, в социальных сетях, они все-таки станут к этому относиться более серьезно. Вот этого хочется. И снова война в наших домах, и снова угроза для русского мира. Боль и тревога, материнские сердца. За отца, за брата, за мужа, за сына. Все как всегда, все против вас. Хотят, чтобы мы стали слабее. Так уже было, и было не раз. Но сила в нас на уровне гена. Спасаем Донецк, спасаем Луганск. Мы братский народ, чтобы там не сказали. Помолимся вместе за наших ребят, что Русь стоят, как когда стояли сейчас, к сожалению. Брат против брата забыли, что нам досталось от деда. Но за мирное небо советский солдат не зря умирал. Это наша победа. Пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мир. Мы своих не бросаем, помни, ты не один. Своих не бросаем, русские придут. Кто, если не мы, и другие, любимые многими песни, исполнили долгожданные гости фестиваля «Русское лето за Россию» группа «Послезавтра», популярная среди любителей рэпа. Последние пару лет группа записала немало песен и клипов в поддержку российских военных, которые исполняли в том числе в зоне проведения специальной военной операции. Эта песня во время нашего выступления всегда у каждого, я уверен, из нас вызывает бурю эмоций. И они всегда непростые и не всегда однозначные. Много раз мы уже выезжали на передовую, были и в Запорожской области, и в республиках ДНР, ЛНР, и на ленточке были. Перед бойцами выступали, поддерживали их словом. Всегда получаем очень теплую обратную связь, всегда, это непередаваемые эмоции, там просто это нужно один раз побыть, почувствовать и просто все увидеть. Сейчас отношение к музыке в нашей стране меняется. Вот все, что происходило, тот негативный контент, который выдавала рэп-музыка, с чем его сейчас ассоциируют, что это совсем не то, что действительно может наставить молодежь на правильный путь. Сейчас все это меняется, и, не знаю, мы попали, может быть, в этот тренд, хотя мы всегда именно придерживались такого стиля, что музыка должна воспитывать людей. И в «Песне своих не бросаем» мы объясняем, почему происходит то, что происходит, почему началась специальная военная операция, почему мы должны делать то, что мы делаем, и для чего все это происходит. Просто за счет одной песни можно понять, в принципе, причины, аргументы и взаимосвязи того, что происходит, и действительно, что нас ждет в конце всего этого победа. Музыка – это огромный инструмент воспитания подрастающего поколения, потому что уроки молодежи слушать неинтересно. Им интересно либо что-то слушать, либо что-то смотреть. Как правило, большинство людей – это визуалы сейчас, но в то же время молодежь всегда слушает музыку. И если этой музыки будет как можно больше, и она будет правильной, то тогда, соответственно, и отношение молодежи к тому, что происходит сегодня, и отношение к тому, что происходит в нашей стране и в мире, оно будет соответствующим. Мы шагаем по миру, мы за мир во всем мире. Этот мир нам завещен, мы о нем не забыли. Пусть собаки пылают, но караван продолжит. И этот враг нам не страшен, зная нам Россия дорога.
Запорожье, ни шагу назад. За нами Москва, за нами Донбасс и родные места. За нами Херсон, Запорожье края. Исконно русская наша земля. В строю украин, в строю осетин, татарин, чеченец, бурят и мордвин. Мы движемся вместе, нам отдан приказ. Как в прошлом Азов, время выбрало нас. Наша армия сильных, наша армия смелых, наша армия честных. Мы за правое дело, мы армия сильных, мы армия правды. Победа будет за нами. Конечно, с особым восторгом зрители встретили еще одну группу, участницу фестиваля «Русское лето за Россию», хедлайнеров патриотического концерта в городе Нерюнгри, с песней, которую в стране напевают уже более 10 лет. То есть мы выложили песню в интернет в общем, в конце мая 2012 года. И вот когда ты идешь в магазин, ты проезжает машина, и она играет. Заходишь в магазин, и у кого-то на рингтоне она стоит. Выходишь из магазина, и из окна ее слышишь. Вот, да, тогда... Да никак, я стал в этот момент максимально неизвестным автором офигенно известной песни. За более чем 20 лет существования группа «Анимация» собрала огромное количество фанатов. И, по словам ее солиста, за все время существования коллектива их творчество почти всегда было направлено на остро-социальные темы. Важны вообще любые мероприятия, которые консолидируют общество. Это нормальный, естественный процесс. Я же говорю, мы об этом говорили всю дорогу. Вот. И чем таких мероприятий будет больше, тем лучше. И 10 лет назад, если переслушать все эти песни, мы обо всем об этом говорили и 10, и 15 лет назад, и сейчас. Так что для меня это такой естественный жизненный процесс. Фестиваль «Русское лето за Россию» продолжится в других городах. А значит, еще больше зрителей смогут увидеть и услышать своих любимых исполнителей.